Есть у меня, конечно, мечта выйти замуж за татарина, Сююмбике Давлет Кильдеева. То есть это всегда первый вопрос, говорит ли ваша девочка по-русски через постель. В Казани. Мне было 8. Я переехала в Петербург, а потом в Москву, уже когда мне было лет 25, то есть большую часть жизни я прожила в Петербурге все-таки. Честно, я никогда не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня много разных занятий, но я работаю, например, диджитал-директором. И я, когда на работе, я ощущаю себя им в некотором смысле. Плюс я пишущий журналист. И, наверное, в целом я человек, который работает с коммуникацией в разных ее проявлениях. То есть пиар, диджитал — это тоже коммуникация, журналистика — это тоже язык и коммуникация, и в целом музыка — это тоже какой-то способ общения с другими людьми. Я пою, конечно, какие-то каверы еще, но преимущественно стараюсь свои песни. Бывает, что... Не говори, это ваше. Это моя, да, полностью. Но бывает, что я беру чьи-то стихи, там, чужие. Не говори мне о том, что болит. Не говори мне о том, что горит. Не говори мне, что я буду счастлива с тем, кто со мной о тебе говорит. И тысячу раз ты мне рассказывал сказки про нас. Последнее время хорошо. То есть явно, что что-то меняется, потому что все говорят, какое красивое имя, как интересно, что это значит. Периодически... Поначалу не придумали себе русифицированное? У меня есть такой евреифицированный вариант, Сима меня называют, и дома, и друзья. Меня вообще назвали в честь бабушки, и ее тоже называли Симой. Это такое странное сокращение, потому что оно не очевидно от Сююмбике. Когда я была маленькой, конечно, типа, все, дети смеялись, все всегда переспрашивали, всегда коверкали. И еще же у имени 3 версии. Сейчас устоялось Сююмбике, но еще в 90-х это было Суюмбика. У меня в паспорте написано Суюмбика. В общем, я терпеть это не могу. Нет, я прямо вот за это бью всегда, что я татарка, и для меня это важно. И если я вижу татар, я сразу стараюсь с ними скооперироваться. Я, во-первых, очень хочу свою фамилию оставить, потому что я ее люблю, и я думаю, что это может быть дискуссионным вопросом, потому что это не так легко. Но, конечно, мне очень обидно, что я не знаю татарский язык. И я люблю готовить, но мне кажется, это тоже не определено национальностью. Хотя культура в семье во многом, потому что у меня все готовят и все любят готовить. Или считается, что татарка должна убираться, типа, хорошая хозяйка. А я не хорошая хозяйка, вот даже близко нет. И мне всегда странно, что меня кто-то ждет просто потому, что я татарка, что я буду хорошо убираться. В моем понимании... То есть есть такой стереотип? Да. Взял татарчику и забыл про себя. Но, кстати, вот это я не знаю, тоже интересный момент. У меня есть кошка, и периодически, когда я уезжаю, я заказываю кэт-ситтера. Это человек, который приходит и сидит с кошкой. И один раз я выбираю татарок, я поняла. Я не специально это делаю, неосознанно, но вижу татарское имя, мне сразу как-то тепло и хорошо, и я выбираю. И они всегда выбираются, хотя они не должны выбираться. И я начала осознанно выбирать татарок, потому что я знаю, что они еще и чистоту оставят. То есть это, конечно, стереотип, но вот здесь мы работаем. Есть у меня, конечно, мечта выйти замуж за татарина, и тогда это будет легче все сделать. Но пока она не реализовалась. Но вот это какая-то националистская штука, и я ее сама не очень люблю. У меня бабушка промывала мозги с детства, чтобы я выходила замуж только за татарина. И я смеялась над этим всю жизнь и говорила, что я выйду за того, как получится. Но я вот замечаю, что сейчас я все время так, это татарин, да? Интересно. И все равно об этом думаю так или иначе. Нет. У меня есть знакомая, которая как-то вот тусуется с какой-то татарской тусовкой, и она меня звала на пару встреч, но она сказала, что нужно знать татарский хотя бы на минимальном уровне, чтобы ответить на вопрос, как дела. Я сказала, нет. Вот у меня сейчас коллега Салават из Казани, и мы все сразу подмигиваем там друг другу. Я не знаю насчет того, что есть или он и нет, потому что по науке, в социологии, считается, что понятие менталитет не научное. Но в каком-то обывательском понимании я тоже использую его. И мне кажется, есть... Но меня раздражает, наверное, вот это вот, когда начинается Татарстан супергуд, и мы лучше всех абсолютно, и нельзя критиковать.
Потом на меня, я не знаю, черта ли это менталитета, но вот когда были разговоры о криминальных каких-то по 90-х, как многие, ну, насколько я просто видела в соцсетях, как многие люди отказывались об этом говорить и говорили, что не нужно вспоминать. Мне кажется, наоборот, это было бы здорово. Ну, не здорово, это болезненно, но как бы, вот эта работа с исторической памятью, она важна, и важно проговаривать. Но тут другое дело, может быть, не так много времени прошло, чтобы это можно было как-то спокойно обсуждать. Но но так, чтобы меня что-то прям раздражало в татарском менталитете, не думаю. Ну, вообще сложно судить, как бы, мне сложно судить о менталитете в целом, так и не живу в Татарстане, и, может, все поменялось уже 200 тысяч раз. Но когда я приезжаю, все очень кажутся открытыми и классными, и как-то быстро еще меняющимися и приспосабливающимися к тому, что в мире происходит. Более открытые, чем москвичи? Ну, конечно, москвичи вообще не открытые в большинстве своем. Ну, и снобы, и вот эта вот вся история «Москвич 50-м поколения», вы все понаехавшие. Этого не так много, но оно есть. И мне кажется, в Казани чуть получше с этим. Но, возможно, я этого не вижу, потому что в Казани я как раз не понаехавшая, и там я себя чувствую вполне уверенно. Кашин я обожаю. Я недавно писала ему в комментариях, потому что он про татар любит пройтись по татарам, конечно. Мне не смешно, конечно, совершенно. Это такой, вынужденный способ как-то справляться, потому что я в целом, мне сложно поверить, что это происходит. Меня это пугает. Это же не только российская история, это вообще мировая история, вот поворот в правые тенденции. Когда я училась, например, в школе или в университете, мне казалось, что это, очевидно, никогда не может этого случиться после опыта Второй мировой войны, после всего, что мир никогда не повернется туда. А он как бы на глазах поворачивается. В локальных уровнях, каких-то тусовках, да, есть башкиры, но это на уровне прикола. Я всегда говорю, что это даже не надо говорить, что татары лучше башкир. Но мы хихикаем как бы на эту тему. Когда перепись, да? Нет, но скорее я объединяюсь с башкирами как с чем-то ближним мне, чем... Я когда вот в еврейском музее работала, я, конечно, столкнулась с дикими проявлениями антисемитизма, потому что я работала в социальных сетях и видела очень много, что люди пишут. И в том числе такого позитивного антисемитизма, вроде обожаю евреев, дружу с евреями, но в целом даже выделение какое-то. И я была удивлена как-то много, и раньше хотя бы это было стыдно, а сейчас как будто бы уже все больше групп людей, условно не как Кашин, потому что Кашин, я все-таки думаю, что он нормальный человек, и верю в это. И люди, которые не иронично заявляют о том, что Россия для русских и прочие замечательные лозунги. Вот русский марш меня очень веселит, что он имеет место. Сейчас, по-моему, ничего уж не проводится в пандемии же, но когда вот были всякие митинги на Болотной, это было очень сюрреалистично, потому что ты выходишь как бы за Навального, грубо говоря, хотя к Навальному тоже вопросы по нацповестке всегда были. Ты выходишь вообще за свободу в широком понимании этого слова, а рядом идет русский марш, потому что вот они тоже на митинге, они тоже за свободу какую-то свою. И, это не очень прикольно идти с ними рядом, потому что в целом я думаю, что они фашисты, но приходится объединяться ради каких-то странных целей, и это дискомфортно очень. Такое и есть, определенно. Во-первых, я когда училась, я социолог по образованию. А где? В Петербурге Государственный университет сервиса и экономики. Я даже выиграла конкурс по формированию толерантной среды в Петербурге. Была большая программа, направленная на изучение толерантности, и мне всегда было это интересно, и какие-то штуки типа межкультурной коммуникации, это вот всегда были мои любимые предметы, и мне... я выросла все-таки в Казани, и это же удивительное место, где довольно мирно существуют и разные этносы, и разные религии. И так я была маленькой, и мне казалось, что так везде, что это норма. И когда я переехала в Петербург, я поняла, что нет, не совсем, и я начала чувствовать себя другой. Потому что, я не выгляжу как татарка, в основном, уж очевидно, но так меня зовут Сюмбике Давлет Кильдеева, то есть это всегда первый вопрос, говорит ли ваша девочка по-русски. И я поняла, что я какая-то не такая. Это, в Казани, естественно, у меня не было такого ощущения. В Казани я была абсолютно нормальным ребенком, и поэтому мне, наверное, интересно все не такое, все различия. И, еврейская тема тоже как-то близка, потому что у меня часть еврейской крови есть через постель. Нет, шучу.
Я работала в рекламном агентстве, и мне предложили, я в музее Москвы работаю теперь.